скором времени Россия планирует разместить на авиабазе в Канте новые системы противовоздушной обороны. От кого Кремль намерен обороняться в Центральной Азии? Она будет проводить, естественно, военную воздушную разведку от возможных противников. Недалеко от нас Афганистан, где размещены военные базы Америки. Узбекистанские студенты в вузах Центральной Азии массово завершают учебу и возвращаются на родину. Сегодня сотни человек покинули вузы казахстанского Шымкента. У нас числится более 7000 студентов. В первый день было очень много учащихся. Мы не думали, что будет такой ажиотаж. Родственники пациентов, которые нуждаются в пересадке органов, требуют принять закон о трансплантологии в Кыргызстане. Только в одну Индию каждый месяц уезжают около сотни больных. Что мешает проводить такие операции в самом Кыргызстане? Мы разочарованы во власти, потому что в таких ситуациях люди остаются один на один с бедой. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В бишкекской студии я, Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Россия планирует разместить в Кыргызстане ПВО. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя министра обороны России Николая Панкова. Как заявил военный чиновник, средства противовоздушной обороны хотят установить на объединенной российской военной базе в Канте. Заявление Панков сделал, выступая в Госдуме по теме ратификации протокола между Россией и Кыргызстаном о статусе и условиях пребывания этого военного объекта. Согласно нему, территория объединенной базы увеличится почти на 60 гектаров. В марте прошлого года руководство ВДГУСТРАМ подписали соответствующий документ. В рамках данной работы планируем в ближайшей перспективе ввести в состав объединенной российской военной базы и организовать применение подразделений беспилотных летательных аппаратов. Следующим этапом станет размещение на российской военной базе средств ПВО. Кроме того, будет проведена реконструкция объектов инфраструктуры аэродрома Кант. Заявление российского коллеги сегодня прокомментировал замглавы Генштаба Вооруженных сил Кыргызстана Нурлан Киришеев. Назвал основными приоритетами страны обеспечение мировой и региональной безопасности. Россия является союзником и стратегическим партнером Кыргызстана в этой области. Военачальник отметил, что сложная военно-политическая обстановка, угроза международного терроризма и экстремизма, других вызовов в Центральноазиатском регионе требует принятия действенных мер. Предоставляемая российской стороной военная помощь вносит существенный вклад в обеспечение региональной безопасности. Российские военные объекты на территории Кыргызстана остались со времен Советского Союза на основании договоров, заключенных между двумя государствами. Россия также оказывает помощь в создании системы противовоздушной обороны Кыргызской Республики. Данные меры, безусловно, положительно отразятся на общем уровне безопасности как в регионе, так и в рамках организации договора о коллективной безопасности. Эксперт по безопасности, экс-зампредседателя ГКМБ Кыргызстана Артур Медетбеков в интервью нашей программе рассказал, что новости об установке ПВО не стоит воспринимать как подготовку к каким-либо боевым действиям. Подобные шаги не противоречат внутренним интересам государства. Устав ОДКБ говорит о том, что они защищаются от внешних угроз, от внешней агрессии. И ни в коем случае никого не нападать или где-то. Раз уж мы становимся членом ОДКБ, мы, естественно, коллективным образом должны защищать, предоставлять свои территории. Есть договоренности, нормы. Ну, есть, конечно, отдельные псевдонационалисты, есть, которые не понимающие, что нас захватили, идет оккупация, какая-то вот различного рода терминология. Мы являемся одним из, как форпостом на Центральной Азии государством вместе с Таджикистаном. И я думаю, что это должны люди осмысленно понимать, и никакой истерии в этом отношении не надо допускать. Артур Медетбеков также считает, что озвученные Россией идеи оправданы современными реалиями, а цели повышения оснащения военной базы вполне ясны. Система ПВО, которая будет располагаться в Кыргызстане, она будет отвечать не только обеспечением воздушного пространства Кыргызстана, но в целом она будет проводить, естественно, военную воздушную разведку от возможных противников. Потому что мы все прекрасно знаем, на сегодняшний день недалеко от нас Афганистан, где размещены военные базы Америки. И также некоторые системы, так сказать, воздушной разведки расположены в соседних стран больших. И исходя из этого, естественно, члены государств ОДКБ защищают свою не только наземную, но и воздушное пространство от различного рода провокаций, посягательств, от различного рода разведывательной деятельности.
Отмечу, в объединенную российскую военную базу на территории Кыргызстана сегодня входят 4 объекта. Авиабаза «Кант» в одноименном городе, испытательная база в Караколе, узел связи в поселке Челдовар, автономный сейсмический пункт в Майлысу. Авиабаза «Кант» была создана в 2003 году. Ее основная задача – воздушное прикрытие наземных операций ОДКБ. Российская база является единственным в Кыргызстане иностранным военным объектом. До 2014 года в международном аэропорту Манас располагалась также американская авиабаза. Касым-Жомарт Токаев в очередной раз высказался о курдайском конфликте. Он напомнил, что криминальные личности, занимающиеся мародерством и при этом выкрикивающие псевдопатриотические лозунги, будут строго наказаны по закону. Это заявление президент сделал во время открытия фронт-офиса волонтеров Биргемс. Также он согласился стать почетным послом движения волонтеров в Казахстане. В то же время нужно понимать, что люди, которые позволяют себе врываться в чужие дома, заниматься мародерством и при этом выкрикивать псевдопатриотические лозунги, это, конечно, не патриоты. Это люди, которые преступили закон, то есть преступники, криминальные элементы. Поэтому они должны отвечать перед всем обществом и перед государством по всей строгости закона. Ранее о курдайском конфликте высказался и лидер нации Ельбасы Нурсултан Назарбаев. Свое заявление на заседании Совета Безопасности он сделал лишь спустя 4 дня после трагических событий. Назарбаев сказал, что произошедшее его очень тревожит, и правительство должно предпринять все необходимые меры по восстановлению нормальной жизни. Видео этого заседания публиковали только государственные телеканалы Казахстана. В этот день, ровно 30 лет назад, начались трагические февральские события в Душанбе, которые стали предвестниками гражданской войны в Таджикистане. 12 февраля 1990 года в ходе акций протеста и беспорядков погибли десятки и были ранены сотни таджикистанцев. Анушервон Арипов напомнит о трагедии тех дней. Первым звонком к февральским событиям стал молодежный пикет вот на этой самой площади, где собрались несколько тысяч студентов с требованием об отмене статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Этот митинг закончился ничем. Уже 12 февраля по нескольким улицам на эту площадь стали стекаться несколько тысяч человек с требованием на справедливое распределение квартир в Душанбе. К вечеру уже их лозунги сместились с распределения квартир на требования об отставке председателя ЦК Компартии Таджикистана Кахора Махкамова. Не получив никакого ответа, люди стали штурмовать здание ЦК. Милиция и военные охраняли здание ЦК и поначалу сдерживали митингующих. Затем им пришлось отступить. Один из участников протеста сел за руль автобуса и поехал прямо на милиционеров в сторону здания. Он был убит снайпером с Центрального комитета. В правоохранителей полетели бутылки с зажигательной смесью и камни. Митингующие все-таки прорвались в здание, ломали все на своем пути. Позже отступили и устроили погромы в городе. 13 февраля беспорядки охватили весь Душанбе. Митингующие добились отставки правительства. Во время беспорядков погибли 25 человек. Более 550 были ранены. Несмотря на то, что следствием занимались все силовые структуры Таджикистана и их московские коллеги, точную причину митинга и беспорядков до сих пор никто назвать так и не смог. У каждой структуры была своя версия. Звонили из мечети, говорили, чтобы все выходили на митинг. Разным людям звонили напрямую. Ни одного звонившего так и не определили. Это были провокаторы КГБ. Официально февральские события привели к расколу между правительством и региональными властями. Страна получила независимость в условиях кризиса власти, что впоследствии привело к гражданской войне в Таджикистане 1992-1997 годов. Ее жертвами стали по разным данным от 60 до 150 тысяч человек. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Азия. Узбекистанские студенты покидают зарубежные вузы. Сегодня сотни учащихся массово решили забрать свои документы из казахстанских высших учебных заведений в Шымкенте. Все они обучались либо заочно, либо дистанционно. Ранее власти Узбекистана предложили соотечественникам, которые получают образование в других странах Центральной Азии, перевестись в вузы на родину. Но получить документы на руки оказалось не так-то просто. Шалпан Разбекова расскажет подробнее.
Фамилии студентов озвучивают, чтобы отдать им транскрипт. Это документ с перечислением пройденных предметов и оценок. Его выдают при переводе в другой вуз. Все эти ребята учатся в шымкентских высших учебных заведениях заочно или дистанционно. Власти Узбекистана предложили своим соотечественникам, которые обучаются в разных учебных заведениях в Центральной Азии, перевестись в вузы родной страны без экзаменов. Студенты ринулись за документами. Я только получила транскрипт. Теперь поеду домой учиться в государственном вузе. Для меня это хорошая возможность. Сюда приезжать постоянно сложно. Правильнее будет учиться в своей стране. Но так реагируют не все собравшиеся. Из-за большой очереди они вынуждены часами стоять у здания вуза. Приходится тратиться на жилье. За один день не успевают проставить все подписи. Я здесь учусь, мне 52 года. В Узбекистане увольняют людей без высшего образования, поэтому приехала сюда учиться. Но теперь президент Мирзиёев позвал учиться на родине, а здесь народу много, они не успевают. Преподаватели вуза говорят, что очередь образовалась по нескольким причинам. Чтобы получить транскрипт, у студента не должны быть задолженности по учебе. Некоторые вовсе хотят забрать все имеющиеся документы на руки, но деканат идти им навстречу не хочет. Представители вуза говорят, что это в их же интересах. У нас числится более 7000 студентов. В первый день было очень много учащихся. Мы не думали, что будет такой ажиотаж. Сейчас мы выдаем только транскрипт, но не документы. Потому что если вдруг вуз в Узбекистане их не примет, они могут снова приступить к учебе у нас. В пединституте говорят то же самое. Исключений нет. Мы даем только транскрипт или справку, что они здесь учатся, и документы мы на руки тоже не даем. Мы даем только транскрипт или справку, что они здесь учатся, и документы мы на руки тоже не дадим. Вот когда они приедут домой, узбекский вуз сделает нам запрос, только тогда мы сами направим их документы. В целом в Шымкенте обучаются свыше 15 тысяч узбекских студентов. 7 тысяч из них числятся в Государственном университете имени Ауэзова. По словам проректора этого вуза, почти половина студентов из Узбекистана, обучающихся в Шымкенте, уже уехали домой. Из оставшихся намерены продолжить обучение в Казахстане меньше половины. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. Смотрите далее в нашей программе. Родственники пациентов, которые нуждаются в пересадке органов, требуют принять закон о трансплантологии в Кыргызстане. Только в одну Индию каждый месяц уезжают около сотни больных. Что мешает проводить такие операции в самом Кыргызстане? Мы разочарованы во власти, потому что в таких ситуациях люди остаются один на один с бедой. Число жертв нового коронавируса продолжает расти, их уже 1117, однако в Китае впервые с начала февраля зафиксировано снижение динамики заражения. Накануне Всемирная организация присвоила китайскому вирусу официальное обозначение COVID-19. Дарья Тимофеева с последними новостями. Китайские школьники и студенты, возможно, еще не скоро вернутся к занятиям. Из-за эпидемии коронавируса власти страны решили отложить возобновление учебы после китайского Нового года. Национальное бюро по образованию дало четкое распоряжение отложить продолжение школьного периода. Мы будем уделять внимание 3 ключевым аспектам. Первый заключается в том, что после отложенного школьного периода мы должны распределить возвращающихся студентов по регионам и их количеству. В Китае тем временем впервые с начала февраля зафиксировано снижение динамики заражения коронавирусом. За сутки там отмечено 2015 новых случаев заражения. Общее число инфицированных более 43 тысяч человек. Количество умерших от коронавируса во всем мире достигло 1116 человек. Накануне Всемирная организация здравоохранения присвоила китайскому коронавирусу официальное обозначение COVID-19. ВОЗ не стала связывать название вируса с конкретной страной. Я думаю, что в Ухане вспышка коронавируса действительно может закончиться уже в апреле. Однако вирус распространился и в другие места. Например, в Сингапуре вспышка еще не началась. Поэтому мы вполне можем ожидать резкого роста заразившихся в ближайшее время. Страны Центральной Азии, в свою очередь, продолжают работу по отправке гумпомощи Китаю и возвращению оттуда своих граждан. Помимо защитных масок, Узбекистан послал в Пекин медикаменты, перчатки, защитные комбинезоны, марлю и прочие защитные средства. Самолет Ил-76 с 40 тоннами гуманитарного груза вылетел из Ташкента. Между тем, власти соседнего Казахстана продолжают возвращать своих граждан. На родину вернулись еще 217 человек.
Вчера утром из Пекина мы привезли 217 наших граждан. Всех разместили в больнице. Проверяем их здоровье. Если все будет хорошо, мы не будем их долго держать в карантине и отпустим. Но если среди них будет выявлен один больной коронавирусом, конечно же, мы должны всех остановить, проверить и вылечить. Но сейчас мы ждем лабораторных анализов. Сегодня, завтра утром мы ожидаем еще один самолет. Сейчас мы разговариваем с китайской стороной. Как будет ясно, в какой город и сколько людей, мы дополнительно сообщим. На борту круизного лайнера Diamond Princess в порту Якогамы тем временем складывается нервозная обстановка. Число зараженных среди 3700 пассажиров на судне растет. Носителями коронавируса признаны еще 39 человек. Общее число инфицированных составило 175 человек. Некоторые из них нуждаются в особых медикаментах. На данный момент неизвестно, как обстоят дела с запасами топлива и продуктов. Проверки на наличие вируса проводятся регулярно. Пассажиры лайнера надеются, что власти их стран вмешаются и найдут выход из положения. Дарья Тимофеева, Акрам Абдукахор. Настоящее время. Азия. Сотрудники посольства Таджикистана в Кувейте будут временно переброшены на работу в Дамаск из сирийской столицы. Они будут способствовать возвращению на родину находящихся в Сирии таджикистанских женщин и детей. На сегодняшний день в сирийских лагерях находится более 500 членов семей боевиков, примкнувших несколько лет назад к экстремистской группировке «Исламское государство». По словам находящихся в лагерях женщин, им приходится жить в нечеловеческих условиях. Временное дипломатическое представительство Таджикистана в Сирии начнет работу уже в ближайшее время. Сотрудники таджикистанского диппредставительства будут регистрировать своих граждан, а также проводить ДНК-анализы женщин и детей, находящихся на территории Сирии. Дальше возвращать их на родину. В декабре прошлого года таджикистанские женщины сообщили, что с наступлением холодов гуманитарная обстановка в сирийском лагере Эль-Хол на территории, подконтрольной курдским формированием, серьезно ухудшилась. В лагере сирийской провинции Эль-Хасака содержится не менее 10 тысяч иностранцев, в том числе более 400 граждан Таджикистана. Большинство женщин, по их словам, выехали в Сирию вместе со своими супругами и попали в плен к курдским формированиям после поражения радикальных исламистов. На прошлой неделе ООН обратилась к государству с просьбой вывести своих граждан из сирийских лагерей. Многие страны это уже сделали с 2014 года. По информации властей Таджикистана, порядка 2000 граждан страны присоединились к боевикам исламского государства на территории Сирии и Ирака. Число жертв вчерашнего теракта в Кабуле выросло до 6 человек. Сегодня стало известно о том, что террористы планировали совершить двойной теракт у здания военной академии имени маршала Фахима. Вторую бомбу афганские силы безопасности вовремя нашли и обезвредили. Подробности истории в материале нашего корреспондента в Афганистане Лизы Карими. Вот здесь, возле военной академии, вчера произошел взрыв, который унес жизнь 6 человек. Бомба сработала, когда преподаватели и курсанты заходили в учебное заведение. Именно они являлись целью террористов. По данным МВД, в число погибших входили 4 военнослужащих, а позднее было объявлено о гибели 2 гражданских лиц. Сейчас меры безопасности в районе военной академии усилены. Сотрудники афганской полиции продолжают дежурить в окрестностях вуза. Правительственные силы безопасности на этот час не могут определить совершивших теракт боевиков. Представители службы охраны учебного заведения утверждают, что угроза повторного теракта сохраняется. Говорят, что террористы до сих пор могут находиться в городе. Теракт совершил смертник. Он привел в действие ручное самодельное взрывное устройство. В результате 2 гражданских погибло, а 8 получили ранения. К счастью, нашим силовикам на месте теракта удалось обезвредить машину, начиненную взрывчаткой. Тем временем жители района так еще не оправились от вчерашнего теракта. Многим домам по соседству взрывной волной выбило окна. Люди боятся выходить на улицу. Было оживленное время. Кроме курсантов, поблизости в школу шли много детей. Присутствие военной академии в нашем районе представляет для нас угрозу. Мы просим власти хотя бы убрать стоянку машин поблизости. Там всегда многолюдно. И в случае террористических атак будут много жертв. Сейчас в больницах Кабула находится как минимум 5 раненых. По факту теракта МВД начало расследование. Ни одна из вооруженных группировок до сих пор не взяла ответственность за это нападение. Вчерашний теракт стал вторым за последние 2 месяца атакой экстремистов над столицей Афганистана. Теракт осудил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Родственники пациентов, которые нуждаются в пересадке органов, требуют принять закон о трансплантологии в Кыргызстане. По данным депутатов парламента страны, только в одну Индию каждый месяц уезжают около сотни больных. Что мешает проводить такие операции в самом Кыргызстане, выясняла Джибек Бегалиева. Аида только что прилетела из Индии. Там на третий день своего 20-летия умер ее единственный сын Джакоб. Индийские врачи пересадили ему печень, однако орган не прижился. Индия, да. В Индии только в одной больнице было 4 кыргызов, которые приехали на пересадку. Нам повезло, что в Индии очень хорошие люди. Они улыбаются, все время стараются помочь. Они вошли в мое бедственное положение. Переводчик под конец уже работал бесплатно и даже более того, сам платил за простые процедуры, а врачи делали бесплатные уколы. Жаль, что в нашей стране все не так. У Аиды и Мухтара осталась только дочка. Именно она отдала 70% своей печени брату. Сегодня ночью все вместе они снова приедут в аэропорт встречать груз 200. Мы не одни. Таких, как мы, очень много. Прямо сейчас поедь на Ошский или Артасайский рынок и увидишь, как много людей со слезами на глазах собирают деньги на операции. Мы собрали $70 тысяч благодаря обычным людям. Мы разочарованы во власти, потому что в таких ситуациях люди остаются один на один с бедой. Как часто кыргызстанцы умирают после неудачной пересадки органов за границей, никто не знает. В самом Кыргызстане пересаживают только почки, да и то за последний год таких операций было всего несколько. Поэтому люди едут за границу. Дорого, сложно, но это их единственный шанс на спасение. К сожалению, у нас нет точной информации, сколько таких людей, потому что люди едут за границу по своему желанию. Мы не можем запретить им ехать или не можем заставлять их извещать нас. Но когда пациенты приезжают, они обязательно встают на учет, потому что государство выделяет им деньги на иммуносупрессоры. Развивать трансплантологию мешают и законы. Донорский орган в стране можно пересадить только от близкого родственника – матери, отца, брата, сестры. Другие родственники не рассматриваются. А донорство от погибшего человека вообще запрещено. В парламенте страны говорили, что только в одну Индию каждый месяц едет порядка сотни кыргызстанцев, которым нужна срочная пересадка. Показания какой-то доктор находит, пациент жалуется на болезнь, он едет, а некоторые пациенты обратно отправляются, что им нельзя, или опоздал, или не показано. Поэтому если наш гражданин должен быть уверен в солидном экспертном заключении наших специалистов. Люди едут в заграничные клиники едва ли не на удачу. Без точных диагнозов, направлений. У местных врачей не налажены контакты с зарубежными коллегами. Примерная сумма операции, например, на печень, по словам Батаралиева, колеблется в районе 60-70 тысяч долларов. Если бы в стране изменили закон о трансплантологии, считает бывший министр здравоохранения, пересадки можно было бы проводить на базе частных клиник Кыргызстана. Трансплантологию как службу надо создавать. Я понимаю, если не хватает бюджетных средств, но хоть услугу мы должны представлять. Почему наши граждане самостоятельно ездят, решают свои проблемы за счет родственников, за счет семейного бюджета. Но еще огромные деньги тратят на дорогу, на другие дополнительные расходы, отель, питание за рубежом и плюс к тому нервы. Однако Батаралиев считает, что государство может контролировать ситуацию, чтобы не было таких скандалов с незаконной пересадкой органов, как недавно в Казахстане. Врачи казахстанские, реципиенты израильские, доноры киргизские и таджикские. По такой схеме иностранная компания работала с Национальным научным центром онкологии и трансплантологии. Именно из-за подобных рисков 4 года назад президент Кыргызстана в самый последний момент отклонил закон о трансплантологии. Однако споры о том, насколько правильно было это решение, идут до сих пор. Джибек Бегалиева, Самат Алжбаев. Настоящее время. Азия. Бишкек, Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. В ноябре 2015 года брат с сестрой впервые приготовили на кухне острый соус способом брожения. Экспериментировали целый месяц. Одной из моих фишек было острый перчик перед девушками съесть и ни в одном глазу. Вскоре это переросло в идею. А давайте сделаем соус. Так и появился бренд острых соусов Вагняр. Мы делали то, что нам интересно. Все будет Вагняр. Все будет Вагняр.
Меня зовут Адилет. Я и мои коллеги показываем Азию, которую вы не увидите ни на одном другом канале. Для вас мы подбираем самые удивительные места в регионе, куда еще не добирались другие. Показываем жизнь простых людей, знакомим с их привычной жизнью.